Обязательно ставьте лайки и пишите свои комментарии. Они нам очень важны. В Ашхабаде задержан директор русского базара, закрыты магазины племянников президента. В Ашхабаде задержан Максат Байрамов, директор ТЦ «Гулистан» русского базара и по совместительству глава Федерации спортивной борьбы Туркменистана. Этот человек является ставленником и близким другом племянника президента Шамурада Раджепова. Одновременно закрыты элитные ночные магазины племянников главы государства. Информированные источники Turkmen.news сообщают, что дело Байрамова находится под контролем Генеральной прокуратуры, а проверку инициировал сын президента Сердар Бердымухамедов. Еще недавно у Байрамова не было никаких проблем. В соцсетях можно найти фотографии, на которых он запечатлен с Шамурадом Реджеповым, племянником президента Гурбангулы Бердымухамедова. Источники сообщали, что Байрамов и Реджепов совместно продавали бизнесменам место на базаре, а впоследствии получали от них и официальную арендную плату, и неофициальные дополнительные выплаты. Однако на днях налаженная схема рухнула. К Байрамову пришли сотрудники прокуратуры. Вскоре он был задержан. Директора обвиняют в том, что на рынке нет продуктов по государственным ценам, а все субсидированные товары продаются с учетом рыночного курса доллара. Сможет ли Шамурат Реджепов спасти друга, пока не ясно. Однако все, кто сколько-то знаком с ситуацией в Туркменистане, понимают, что даже короткое пребывание такого человека под арестом могло быть инициировано лишь крайне влиятельными лицами. И такое лицо в деле действительно замешано. Это никто иной, как сын президента Туркменистана, вице-премьер Сердар Бердымухамедов, сообщили источники Turkmen.news. Как только отец дал Сердару поручение проверять рынки, он первым делом пошел на русский базар, поясняет источник. Он всегда недолюбливал своих двоюродных братьев, а в последнее время особенно на них злится. Определенную роль в этом сыграли и расследования Turkmen.news, в которых раскрываются подробности бизнес-деятельности племянников. Сын президента считает, что они позорят его семью. Помимо Байрамова, под арест взят отвечающий за торговлю заместитель хикима Ашхабада, имя которого источники не называют. Возможно, речь идет о Рахмане Анааразове, об отставке которого Госинформагентство ТДХ объявило 20 декабря. Источники Turkmen.news сообщают о задержании некоторых других чиновников из сферы торговли и столичного хикимлика, а также заместителя начальника полиции Капитдакского этрапа Ашхабада. Помимо этого, в Ашхабаде уже несколько дней не работают ночные магазины, контролируемые племянниками. Еще недавно эти магазины были единственными торговыми точками, безнаказанно нарушавшими негласный комендантский час, существующий в Ашхабаде еще с неязовских времен. В них можно было купить любые дефицитные продукты, элитный алкоголь и табак. В один из магазинов пришли из прокуратуры МНБ и сказали закрываться, сообщил информированный источник. Продавец ответил: «Ты же знаешь, что этот магазин Шамурада». Тогда ему дали телефон и сказали, пусть он позвонит Сердару, если тот скажет, чтобы мы ушли, мы уйдем. Этот и другие магазины в итоге закрыли. Перед декабрьскими праздниками города Бердымухамедов начал уделять особое внимание сфере торговли и продовольственному изобилию. Обычно власти Туркменистана не признают наличие продовольственного кризиса, дефицита и несоответствия рыночных цен, обусловленных черным курсом доллара, уровню доходов населения. В Туркменистане, по сообщениям местных СМИ, царит товарное изобилие, но иногда президент, не вдаваясь в подробности, начинает требовать от подчиненных активнее поддерживать это изобилие. Так произошло и на заседании правительства 3 декабря. А 20 декабря, когда министр торговли и внешнеэкономических связей Аразмырат Гурбаназаров и вице-премьер по торговому комплексу, текстильной индустрии и предпринимательству Чары Галыджов отчитались об исполнении поручений, президент вынес им обоим строгие выговоры.
Бердымухамедов пояснил, что при осуществлении деятельности, направленной на расширение ассортимента продукции, а также при проведении некоторых организационных работ, допускаются нарушения. О том, что зачистка в сфере торговли поручена Сердару, официально не сообщалось. Однако источники Turkmen.news в Дашугузском вилаяте заявили, что на местном Бай-базаре ожидается визит сына президента. В преддверии этого события от мясников потребовали снизить цену мяса до 35 манатов за килограмм. Реальная цена данного товара составляет не менее 60 манатов, поэтому предприниматели просто отказались продолжать торговлю во время визита Бердымухамедова-младшего. А источники радио «Азатлык» передают, что Сердара ожидают и на рынках Либабского вилаята. Похоже, инициировав проверки в Ашхабаде, вице-премьер отправится в поездку по регионам. Гурбангулы Бердымухамедов — единственный сын в семье, но у него есть несколько сестер. Именно они и их мужья, а затем и сыновья, обрели большое влияние в стране после того, как Бердымухамедов сменил на посту Сапармурата Ниязова. Родственники главы государства не особенно скрывают свое богатство. Многочисленные фотографии, где запечатлены дорогие автомобили, украшения, особняки и иные приметы роскошной жизни, довольно легко обнаружить в соцсетях.